Каждая семья, которая слышала про нас, они уже знают, куда обращаться, задавать любые вопросы касаемо организации, там, устройства в школу, к чему надо готовиться, потому что это действительно, когда ребенка привозит семья, это ответственно, нужно создавать условия, не только жилищные условия, но и образование. Это у нас комплекс их, то есть ребенок в первую очередь букварь, он учитывается от ребенка, то есть у нас зеленый, белый. Вот. Здесь у нас как раз он начинает элементарно букваря, умеет читать, писать тоже. Вот. Дальше это математика, по математике тоже учебники, как рабочая тетрадь идет. Он как раз учится читать и писать, и как раз цвета. Вот дальше. Здесь у нас по обучению грамоте, то есть он и окружающий мир. Все он смотрит и выполняет. Ребенок должен будет не только уметь читать и писать, но и как раз уметь должен сказать о своей семье, о себе, об окружающем мире. Это все входит туда. И подготовка к письму. Но при этом не хватает условий для мигрантов. Это касаемо как раз самой главной проблемы, я считаю, это неинформированность самих мигрантов, своих прав, своих условий, своих льгот. Мне кажется, нужно будет разрабатывать базы для того, чтобы открывать школы для взрослых мигрантов, чтобы они не только учили язык, но и как раз, естественно, могли именно законно здесь работать, чтобы себя защищать, потому что решает кучу проблем. Начиная от того, что там долг, не выплат зарплат, допустим, для взрослых касаемо, или для школ как раз доступ к образованию решает. То есть есть такие случаи, но они редкие, когда отказывают ребенку в школу. То есть неинформированность самих мигрантов, это нужно решать. 1 сентября в школу пойду. Уже научилась читать? Какие буквы знаешь? А считать? Ну-ка давай посчитай. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Каждый ребенок в первую очередь испытывает стресс, то есть приезд в другую страну, да, все здесь другое, то есть люди другие, страна другая, да. И многие дети же в основном воспитывались у бабушек, дедушек, да, и родители были здесь на Западе, да. И поэтому какой-то стресс все-таки они испытывают, да, и вот именно психологически, да. Первое время, конечно, адаптация идет. На практике обычно нет структур, нет каких-то сервисов услуг, когда ты не можешь просто подойти и спросить у кого-то, либо там поискать в интернете. Если поискать в интернете, это больше касаемо общего характера. Если это иностранный гражданин, и при этом у каждого случая иначе, они обращаются к нам, и мы каждый случай разбираем. То есть приходит семья, мы общаемся с ребенком и смотрим на историю семьи. То есть мы комплексно решаем их проблему устройства школ через курсы, через практическое сопровождение. Индивидуальные беседы с родителями, чтобы они тоже включались в это, уделяли внимание детям, да, какое-то время вначале, пока они еще адаптируются, да. И здесь тоже стараемся создать такие условия, чтобы не так страшно, да, и в основном вот, дошкольники, они же еще маленькие дети, да, и стараемся вот, дружелюбно, то есть в игровой форме, да, все это обучать, и вроде играя, и обучать. Мне кажется, нужно работать здесь как раз комплексно, работать не только с мигрантами, то есть, но и с местным сообществом. Надо как-то развивать местную культуру, обмен культуры сделать, там, вроде кухни, допустим, потому что они знакомятся. С соседом легче знакомиться, чем, например, все равно ты будешь дальше с ним общаться. Вот в этом смысл, если на локальном уровне мероприятия устраивать.